الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: из прекрасного проявления ислама в человеке является то, что он оставляет те дела, те действия, которые его не касаются. Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'ни. Из прекрасного проявления ислама в человеке, отражение ислама в человеке, является то, что он оставляет те дела, те действия, которые его не касаются. И этот хадис, он в книгах упоминается под главой муракаба. То есть, что верующий должен помнить и знать, что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, он везде видит его, слышит его и знает то, что он говорит. И когда человек осознает, что где бы он ни находился, да, то, что он будет спрошен за каждое свое слово, за каждое свое дело, значит, он уже будет стараться что делать? Избегать то, что может разгневать Всевышнего Аллаха. И поэтому, уважаемые братья, вот этот вот хадис, он как раз-таки имеет прямое отношение к этому понятию муракаба. То есть, что Всевышний Аллах наблюдает за каждым из своих творений. И если верующий будет оставлять из всех слов, дел и так далее, да, то, что его не будет касаться, он в большей степени будет защищен от того, чтобы ошибиться или впасть в какой-либо грех. Аллах субханаху ва та'аля в суре Каф сообщает нам в 18 аяте: «Ма яльфизу мин каулин илля ладейхи ракибун атид». Чтобы не произносил он, то есть человек, при нем всегда оказывается готовый наблюдатель. И как нам всем должно быть известно, что у каждого человека есть два прикрепленных к нему ангела, которые сидят, один на правом плече, другой на левом плече, и что делают? Они записывают все, что совершает человек. Все, что говорит, все, что произносит, ничего не уходит от внимания этих ангелов. Ангел, который сидит справа, он записывает благие дела, благие поступки, благие слова. Ангел, который сидит слева, он записывает грехи. И более того, в хадисах говорится, что ангел, который записывает благие дела, он записывает сразу же их. А ангел, который записывает грехи, он записывает не сразу, он ждет. Его перо поднято, ждет, пока не покается ли этот человек от совершенного греха, от совершенного какого-либо плохого поступка. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас, говорил то, что если кто-либо из вас совершит какой-либо проступок, ошибку, сразу же после него сделайте, говорит, благодеяние, которое потом что сделает? Стерет этот самый плохой поступок. И как в других хадисах тоже сообщается, да, то, что очиститься от греха вот сейчас, в тот же самый момент, намного легче, чем если деяния уже уйдут на небеса и уже будет записано все то, что произносил и говорил этот человек. И, уважаемые братья, это говорит нам о том, что по слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из прекрасного проявления ислама в человеке, в его словах, делах и так далее, является оставлять то, что его не касается. Это не какая-то конкретика. То есть это не касается только лишь слов. Это касается всего, что в человеке. В его мыслях, то, что он думает, да, в его словах, то, что он произносит и говорит. И точно так же это касается и в его поступках, в его действиях, то, что он совершает. И вот когда мы говорим, человек
мусульманин должен оставлять то, что его не касается, относительно его мыслей, вот как раз-таки вот здесь вот, да, вспоминается аят из Корана, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна ба'да-дhanni итhm». Некоторые мысли, они являются греховными. И это проявляется в нашей жизни подобным образом, то что когда человек видит другого в каком-то сомнительном положении, в двояком положении, да, он не пытается ему найти оправдание, он наоборот начинает накручивать. Да? Ах, он такой, да я подозревал, он что-то давно уж такой мутный стал, да? Да я вот то, ах, я знал, я там и так далее, да? То есть в его голове уже начинаются плохие мысли относительно вот этой вот сомнительной ситуации. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы не оказаться в подобной ситуации, с ним случилось следующее. Когда он был в Рамазане во время атикафа в мечети, к нему пришла жена София. И у нее были какие-то вопросы свои семейные, бытовые вопросы, да. И после этого, это уже была ночь, это было темно, да. Он решил ее проводить до дома, свою супругу, свою жену. И когда он вышел из мечети, будучи в атикафе, но нужда проводить жену домой, это как бы является основательным таким делом, да. Он вышел, чтобы ее проводить, и тут вдруг увидел то, что к нему навстречу шли два ансара, два сподвижника, и вдруг, увидя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с какой-то женщиной, да, они тут же развернулись и ушли в другую сторону. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, понимая то, что он оказался в ситуации, то, что могут двояко воспринять, а хотя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он самый богобоязненный среди нас, да, самый отдаленный от грехов, он что сделал? Он попытался их успокоить. Он попытался их успокоить и сказал: «Махлян, махлян, не торопитесь». Это говорит София бинту Хуей, то есть жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда сподвижники это услышали и говорят: «Ну, о посланник Аллаха, как мы могли про тебя такое подумать?» То есть это непременно была твоя законная жена, у которой у тебя есть никах. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: поистине шайтан передвигается по венозным потокам, да, дорогам в вашем теле. То есть шайтан, он настолько к вам близок и может вам закидывать вот эти вот васвас, наущения, для того, чтобы вы начали плохо думать про кого-либо. И возвращаясь к нашей теме, ученые говорят вот из этой ситуации, из этой истории вывод, то что если вдруг ты сам оказался в ситуации, когда можно двояко воспринять, не давай возможность шайтану разбежаться. Наоборот, как сказать, убери все самые сомнения и скажи сам, допустим, да, то, что это была моя супруга, например, если это женщина, да. Если какие-то другие ситуации, допустим, проясни и скажи, и прегради путь шайтану к его мыслям, к его васвасам, наущениям, которыми он может отравить мысли других мусульман. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот как раз-таки относится к тому, что человек должен оставлять то, что его не касается, плохие мысли относительно кого-либо другого. Иногда бывают мысли такие, что человек сам себя загоняет в депрессию. Когда какой-то вопрос, на работе что-то не получилось, да, там в семье там что-то там поссорились там и так далее, ну, с кем не бывает, да, или еще что-нибудь там, или по дороге там, допустим, там с кем-то получился конфликт там и так далее, и человек, он начинает сам себя накручивать. Сам себе плохо начинает думать: ах, вот так, если бы я ему ответил вот так вот, а если вот так вот, да, а если было бы так, ну зачем я в этот день пошел туда-то и туда-то, да, или же случилось со мной то-то и то-то, ведь просто там 5 минут, и я бы разминулся. И вот подобными мыслями он себя еще больше загоняет именно вот это вот депрессивное состояние. Еще больше начинает себя погружать в печаль, в тревогу, а ведь мусульманин должен помнить, все, что с ним происходит, этого было не миновать. И вот эти вот его мысли: 5 минут бы я разминулся бы, да, 5 минут опоздал бы, этого бы не случилось. Это случилось. И это было предписано, то, что случится. И что бы ты ни сделал, хоть на 30 минут опоздал, хоть там через 2 часа позже пришел, это событие, оно непременно с тобой произошло. И поэтому в подобные случаи не нужно самого себя терзать, самого себя самоедством заниматься, да, просто сказать: «Каддаруллаху ма шафаа». Аллах Субхану ва Тааля предопределил, и Он творит, что пожелает. И поэтому, что было в прошлом, да, если это были грехи,
покаяться, очиститься от них. А если были какие-то события, на которые ты повлиять не мог, да, которые с тобой произошли, нужно воспринять это как предопределение Всевышнего Аллаха. И если это было действительно больно для тебя, проявить терпение, сабр. Если же это было, как сказать, просто рядовое событие, прошло и прошло. Понятно? Поэтому углубляться мыслями в подобные вещи, почему, зачем, а вот если, да, это недопустимо. И это относится к тому, что нужно это оставлять. И не нужно заниматься этим. И я немножко пропустил по поводу лучшего, прекрасного проявления ислама. Да? Здесь подразумевается не факт того, что если человек занимается тем, что его не касается, значит у него ислама нету. А тот, кто не занимается тем, что его не касается, значит, у него прекрасный ислам? Нет. Тут речь идет о совершенстве религии. Потому что люди разные, да? У кого-то богобоязненность, она намного превышает чью-либо. У кого-то богобоязненность на таком низком уровне, да? То, что, я не знаю, даже шайтан, наверное, не испугался бы этого человека, да? И поэтому степени людей разные. И этот хадис показывает, что тот, кто ограждает себя от того, что ему не принесет пользу, от того, что для него его не касается, да, он, по сути, свой ислам приукрашает. И когда вы читаете, или же должны читать, да, истории сподвижников, любые сподвижники, да, иногда про них пишут: такой-то сподвижник принял ислам в таком-то году. И потом добавляют: «Уахасуна исламуху», и его ислам был прекрасным. То есть, те поступки, те дела, которые он совершил после принятия ислама, они были намного лучше и намного прекраснее, чем его жизнь до ислама. И поэтому, уважаемые братья, это проявление прекрасного ислама подразумевается совершенство. Высокая степень богобоязненности. То есть, именно близость к праведникам, к мученикам, к пророкам, посланникам, как раз-таки и к чему мы, в принципе, и должны стремиться. Также ученые сказали, заниматься тем, что тебя не касается, это может проявляться не только в мыслях, это может проявляться еще и в делах, в твоих поступках, которые ты совершаешь своими руками, ногами, иными частями тела, да? То есть это все то, что не принесет тебе пользы. И нужно сказать, Аллах Субхану ва Тааля разрешил нам заниматься многими вещами. Наш быт, да? Кушать, спать, спорт, ходить, зарабатывать и так далее. То есть большая часть нашей жизни это, по сути, быт. Это бытовые вопросы, наши мирские вопросы. Так вот, это является дозволенным, кроме тех вещей, что Аллах запретил, да? Из еды запретил Аллах Субхану ва Тааля свинину, мертвечину и так далее. Из напитков алкоголь и так далее. То есть много всего, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, это дозволено, это можно, а это исключение, это делать нельзя. И здесь нужно сказать, что эти дозволенные вещи, они могут переступить грань и стать недозволенными, запретными. Тогда, когда они перестают выполнять просто лишь какую-то обычную роль. Когда они начнут мешать твоему поклонению. Когда они начнут мешать твоей религии, к проявлениям, к обрядам, да, к твоей личности как мусульманина. И например, простой вам пример, да, спорт, заниматься спортом. Футбол, я не знаю, баскетбол, плавание, просто тренажерка, да, казалось бы, обычная вещь. Но если вдруг у тебя зашло время намаза, да, и нужно совершить намаз, а ты до сих пор штангу тягаешь и не совершаешь намаз, и отсрачиваешь свою молитву так, что уже она вот-вот уже время намаза выйдет, а ты до сих пор от груди отжимаешь, да? Это уже становится чем? Становится уже недозволенным. И здесь мы должны оставлять, что нас не касается. Почему? Потому что в данный момент нас что касается? Нас совершение молитвы в свое время касается. Или же, когда наступает месяц Рамазан, допустим, да, в данный момент, сейчас у нас сезон уразы, у нас сейчас актуальное время. И поэтому все, что может повредить или помешать к выполнению нашего ибадата, это, по сути, уже является недозволенным, непозволительным, от которого должен мусульманин отдаляться, даже если в обычное время оно
было дозволено. И третий вид, который относится к тем деяниям, к тем делам, от которых нужно отдаляться, что нас не касается, это, конечно же, слова. Это, конечно же, слова. То есть верующий мусульманин, да, он должен отдаляться и остерегаться от тех слов, которые ведут его в огонь. Гайбет, намима, сплетни, пустословие, сквернословие, злословие за спиной у кого-то, да. И нужно помнить, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что в большинстве случаев люди будут выброшены в огонь именно по причине того, что сотворили их языки. То есть самые распространенные грехи, самая большая часть, где человек грешит, это как раз-таки его язык. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто гарантирует, что два органа в его теле будут в безопасности, будут в халяле, да, то этому человеку я гарантирую рай. Это его язык, это его рот, то, что между двух языков, да, это между двух щек его язык, а также его половой орган. Если он будет отдаляться от грехов, которые совершаются языком, и если он будет отдаляться от зина, то этому человеку я гарантирую рай. И поэтому, уважаемые братья, вот здесь вот такие, да, наибольшее распространение тех действий, которые нас не касаются, как раз-таки проявляется именно языком человека, то, что он говорит. И напоследок хочу сказать, да, и вот порой в жизни бывает так, что человек, занимаясь чем-либо, говоря что-либо, да, через долгое время он осознает то, что, оказывается, в этих делах не было бараката. Оказывается, он занимался не тем, что надо. Оказывается, это не приносило ему никакой пользы, ну, никакого этого. И поэтому вот это вот как раз-таки относится к тому, что заниматься тем, что не касается. И более того, вот, ну, даже вот можно читать рассказы некоторых людей, биографии там и так далее, где они с горечью вспоминают то, что я, говорит, погрузился в работу, погрузился в торговлю, погрузился в то, погрузился в это и сделал большие упущения относительно моей семьи. Дети выросли, меня не видя. Моя жена отдалилась от меня, и мы теперь просто как соседи, да, под одной крышей. И множество вещей, где они сожалеют, зачем я занимался, в которой пользы было вот столько, да, а вреда было огромное количество. И поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам возможность отдалиться от всего того, что нам не принесет пользы. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает наш ислам, нашу веру совершенной. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля избавит нас от ошибок и козней шайтана. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.